Доброе утро, начинаем пятничное, наконец-то таки утро. Сегодня на календаре 27 января. В студии Дарья Анкехова, Павел Танин. И последний рабочий день этой недели вместе с вами мы, как и всю неделю, встречали и встречаем сегодня. Заряжаем позитивом, полезное, познавательное что-то будем рассказывать и так далее. Еще раз доброе утро. Доброе утро, дорогая республика. Мы, как всегда, приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Как сказал Паша, сегодня уже пятница. Многие, наверное, очень, знаешь, так бодро просыпаются именно в пятницу, потому что конец рабочей недели впереди. Дополнительная радость появляется. Да, долгожданные выходные. Особенно по тебе, Паша, сейчас очень видно, что ты прям пятницу каждый раз встречаешь с особой радостью. И в оранжевом, красивом, праздничном цвете. Ну что, давай напомним нашим телезрителям о том, что у нас сегодня обязательно в студии будут интересные гости, ну а также наши постоянные рубрики и сюжеты. Да, например, сегодня мы приготовим вместе с вами завтрак полезный, как обычно, побываем в Москве на кухонной выставке. Обязательно сегодня мы с вами научимся играть на гитаре. Очень интересный эксперимент, но я думаю, начинать играть на музыкальных инструментах никогда не поздно. Ну, конечно, вообще музыкальный инструмент всегда хорошо. Ну и помимо этого мы сыграем в шахматы на улице, насладимся живым исполнением джазовой группы. Также поговорим сегодня обязательно о моде, потому что нас ждут модные советы от фэшн-стилиста Мики Милены. Ну и узнаем, как проходит педагогический хакатон. Все это сегодня, в ближайший час вместе с нами. Оставайтесь. И все будет замечательно, я считаю. Ну а начнем по традиции, конечно же, с рассказа о том, что нас сегодня может ожидать за окном, какая погода. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 53 градуса. В Заречной группе 46-54 ниже 0. В южных районах 40-45 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 50, в Нижнеленских 47-49. В западных районах 38-47 градусов мороза. В Колыман-Дигирской группе 33-42 градуса, в Янских до минус 51. На северо-западе 38-40 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем слабый снег, туман. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 40 градусов. До минус 40. Ты вслушайся в эту цифру. Не до минус 50, не до минус 55, до минус 40. Доставайте свои пляжные шорты, уже потеплело, дорогие друзья. Ну а коль скоро вы уже проснулись, готовитесь к рабочему дню, конечно же, самый главный прием пищи – это завтрак и время позавтракать. Поэтому сейчас будем рассказывать, как готовить одно очень интересное блюдо, при этом оно по ингредиентам достаточно простое. Но звучит как? Ну, мы скажем, как оно звучит, просто можно рассказать, что вам может пригодиться для этого. Вам пригодится яйцо, бекон и что-то еще, по-моему, немножко сливочного масла. Что же будем готовить из этого? Ну, не конкретно мы, а шеф-повар одного из ресторанов. Это яйцо? Бенедикт, да. Многие его путают с яйцом пашот, но вообще одно, это первое, там, часть второго, потому что пашот — это способ приготовления, а яйцо Бенедикт — это уже полноценное блюдо, где, ну, как правило, если взять оригинальный рецепт, на таком английском маффине лежит яйцо пашот, политое английским, голландским соусом и посыпанное беконом. Я думаю, Паша очень вкусно рассказал все подробности, ну а теперь давайте посмотрим, как же это можно все приготовить в домашних условиях. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я, шеф-повар Дыбов Илья, шеф-повар ресторана Абу-Даби, буду вам готовить яйцо Бенедикт с голландским соусом и жареным хрустящим беконом. Для этого нам понадобятся яички, хлеб чиабатта, соль, перец, лимон, бекон и растопленное сливочное масло. Для начала я поставлю водяную баню, так как соус мы будем готовить именно на ней. И теперь ждем, пока вода у нас не закипит. Ставим миску. Здесь я уже заранее растопил сливочное масло. Теперь нам нужно 3 желтка. Все, теперь нам нужно добавить уксус. Уксус у нас именно этому соусу придаст небольшую кислинку и очень приятную консистенцию для именно этого соуса. Бальзамического уксуса я беру совсем немножко, где-то примерно 1 столовую ложку.
Этот соус нужно постоянно мешать большим венчиком, так как этому соусу нужно очень много воздуха, чтобы он не отслоился от масла. Если у вас соус уже загустился, вот до такой консистенции, все, можно потихоньку вводить сливочное масло. Сразу огонь я убавляю. Для начала нужно ввести пару столовых ложек, чтобы у вас соус в единую массу смешался. Делать это нужно быстро, чтобы у нас не получилось расслоение. Все, соус у нас готов. Он должен быть вот такой вот густой. Все, мы теперь его убираем в стороночку. Теперь нам нужно кусочки чиабатты. Я нарезаю 2 штуки. На сковородку наливаем оливковое масло. И сейчас мы будем поджаривать вот эти красивые ломтики ветчины. Обжаривать их тоже лучше на минимальной температуре, так как они должны маленько засушиться и быть хрустящими. Багет поджаривать после бекона на этой же сковороде. Так он впитает в себя весь вот этот вкусный сок, который оставил после себя бекон на сковородке. В этом завтраке можно использовать все, что вам угодно. Например, вместо бекона брать ту же самую рыбу. Добавлять овощи любые, авокадо, томаты, огурцы, все, что вашей душе угодно. Все это будет очень вкусно, ярко. Все, бекон до такой вот степени поджарился, мы его выкладываем на тарелочку, чтобы наше масло лишнее стекло. Все, посмотрите, до такой степени мы поджарили хлеб. Мы его убираем, пока он нам не нужен совсем. Для приготовления яйца пашот нам понадобится также винный уксус, так как если вы будете готовить яйца без уксуса, то просто у вас весь желток разлетится, так же как и белок. А если вы добавите уксус, то сразу же желток моментально схватится, и это придаст яйцу небольшой вкус. Кладем 2 тоста, на него бекон, и сверху выкладываем яички. Соус у нас тепленький. Теперь нам остается только вот этот соус вылить на яйца. Лучше всего это сделать с первого раза, чтобы у нас полностью покрылось все яйцо. Наш завтрак яйцо биендит с хрустящим беконом и голландским соусом готов. Все это можете вы приготовить дома, так что приятного аппетита! Итак, позавтракали, ну а теперь самое время познакомиться с нашими утренними гостями. И сегодня мы будем говорить на тему «Педагогический хакатон 2023». Хакатон – один из самых молодых, авторитетных и общепризнанных в нашей республике конкурсов. Это 3-дневный соревновательный командный марафон, направленный на разработку образовательных решений и продуктов. 3-й республиканский педагогический хакатон проходит под девизом «Цифровое образование. Прорыв в будущее». И сегодня в нашей студии Сарглана Давыдовна Слепцова. Она является старшим преподавателем кафедры педагогики, психологии и управления Института развития образования, а также она куратор конкурса и, собственно, участница этого конкурса. Это Сивцева Ксения. Она из Анабарского улуса, является педагогом дополнительного образования детей. Доброе утро. Доброе утро. Вот в 3-й раз уже проводится этот конкурс, то есть, в принципе, расскажите, каким он был в 1-й раз и что за 3 года поменялось. То есть, понятно, что, наверное, участников больше стало, но, может быть, внутри, да, там, в концепциях и в сложности заданий, может быть, что-то изменилось. Спасибо за вопрос. Конечно же, если мы посмотрим историю, то, может быть, история не такая уже и длинная. Да? Первый педагогический хакатон у нас проходил в 2019 году. Это была идея Нюргуна Михайловича Павлова. Да? Тогда он был заместителем директора, сейчас он у нас директор. И вот мы с радостью поддержали его идею, когда он вот только пришел в Институт развития образования и повышения квалификации. И команда взялась за этот, можно сказать, проект, да, на тот момент. И мы были удивлены, насколько, оказывается, наши педагоги творчески подходят к своей деятельности. И не только учителя информатики принимают участие в этом педагогическом хакатоне, но и даже воспитатели детских садов, педагоги доп. Образования, то есть которые, в принципе, к цифровым технологиям, возможно, не так, казалось бы... Не так сильно относятся. Да, не сильно относятся, но тем не менее первый педагогический хакатон, если вот концептуально посмотреть положение, на самом деле он очень актуальный сегодня. У нас положение практически не поменялось. У нас все те же направления придерживаемся. Да? Наши педагоги, команды предлагают какие-то решения по темам, свои уникальные решения, да,
И вот в этом заключается, наверное, актуальность на тот момент. Это же было до пандемии. Это проходило в очном формате, и когда мы в 2020 году проводили его дистанционно, то мы поняли, что это, конечно же, не наш путь. Все-таки ценность данного педагогического хакатона в общении, да, чтобы они общались, видели глаза друг друга, да, чтобы они взаимодействовали, коммуницировали. И одна из задач педагогического хакатона – это формирование сообщества. Ну вот мы как бы подытожим, что разрабатывают команды какой-то IT-продукт, связанный с образованием. Вот и Аксинья у нас здесь присутствует сегодня в студии. Она у нас из далеко Набарского улуса, является преподавателем изобразительного искусства. Интересно, какой проект вы представляете и какое участие вообще вы принимаете, потому что все-таки вы являетесь педагогом дополнительного образования детей, правильно? Ну да, я сама вот, работаю по графическому дизайну. И наша команда Ассоциация молодых педагогов из Авянкийского называется «Алагумни», учитель. Наша команда создала мессенджер Telegram-бот, Сахабот, где каждый учитель может найти свой материал, определенный материал, там по основным предметам, там, например, рабочие программы, КТП, классные часы, ОГЭ, ЭГЭ. Вот. То есть, грубо говоря, база образовательных каких-то программ, которые можно для себя почерпнуть, что-то новое узнать, или, ну, грубо говоря, там, в самом, не знаю, необычном случае, там, полностью скопировать программу, по ней там начать заниматься. Да. Ага. А сколько у вас в команде вообще человек, сколько занимается разработкой этого? Ну, нас 5. Я занимаюсь дизайном, 2 менеджера и руководитель, то есть и разработчик. И на какой стадии проект у вас уже сейчас находится? Ну, мы уже половину создали. Еще вот хотим, чтобы вся республика участвовала при создании нашего бота, еще, да, чтобы каждый педагог внес свою лепту, что при создании, если у них очень интересные разработки, могут отправить нам, и мы включим их в Telegram-бот. Спасибо большое. Но мы сейчас прервемся на короткую паузу. После этого продолжим говорить про педагогический хакатон. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Ну, впереди много еще интересного нас ожидает. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Якутии в горячей линии 122 объединились с Центром поддержки и сопровождения пациентов. В январе поступило 95 обращений. Специалисты Центра теперь быстрее получают и обрабатывают поступившие заявки с медицинскими учреждениями. К примеру, только за январь месяц поступило 95 обращений, по которым 21 госпитализированы, 15 направлены на санитарно-курортное лечение, амбулаторное лечение получили 39 и проходят медицинскую реабилитацию 20 обратившихся. В якутскую глазную больницу начали привозить пациентов на операции из Мегино-Кангаласского района, людей старше 60 лет, для лечения которых требуется хирургическое вмешательство. Всего из Улуса было направлено 35 человек, и половина уже получила медицинскую помощь. Целью такой практики является повышение доступности по профилю офтальмологии для жителей республики. Отметим, что такую деятельность практикуют с прошлого года. К нам поступают пациенты со многими заболеваниями, в том числе самое распространенное – это возрастная и осложненная катаракта. Катаракта – это заболевание, которое может возникнуть с возрастом, это помутнение хрусталика. Мы выполняем такие операции на очень современном оборудовании. Цель этой операции – повысить остроту зрения. Катаракта удаляется методом фокоэмульсификации с имплантацией интраокулярной эластичной линзы через малый разрез 2 мм. И пациент на следующий день настроен на зрение. Новые веб-сайты, приложения, кейсы, образовательные квесты, видеоигры, комиксы и многое другое. Все это разрабатывают учителя республики в педагогическом хакатоне. Соревновательный командный марафон проходит 3-й раз. Всего участвует более 100 учителей из 17 улусов. В течение 3 дней педкоманды создают собственные проекты в области неформального образования, то есть настольные игры с применением новых технологий, образовательные буктрейлеры, электронные тренажеры и другое. В итоге команда-победитель будет участвовать
участвовать в российском педхакатоне. Если проект войдет в пятерку лучших федеральных проектов, то педхакатон будет проводиться Министерством просвещения России. Отличительной особенностью этого третьего педагогического хакатона является то, что он проводится по двум направлениям. Если раньше он только по одному направлению проводился, то в этом году по двум направлениям. Это мы поделили на, получается, методический и на программные направления. То есть, когда на программном направлении сейчас у нас работают, принимают участие 17 педагогических команд. Методические хакатоны, они уже на готовых движках, да, то есть на конструкторах разрабатываются свои цифровые образовательные ресурсы. То есть, иными словами, более они направлены на, получается, методическую часть. То есть обеспечение учебными материалами, да, в новом таком формате, объяснение материала, учебного материала, ну и применение вот этих цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. 24 января в столице стартовал первый этап Кубка России «Кубок главы Якутии». Так, помимо соревнований начались и мастер-классы по шахматам и сеансы одновременной игры с гроссмейстерами. Международный гроссмейстер Борис Грачев первым начал серию ежедневных мастер-классов. А накануне своим опытом поделился Дмитрий Кряквин. Послушать его пришли более 25 шахматистов. Мероприятия будут проводиться в шахматном центре столицы до 28 января. Последующие уроки дадут такие международные гроссмейстеры, как Михаил Кабали и Володар Мурзин. Стоит отметить, что в мастер-классе участие может принять любой желающий. А 29 января состоится блиц-турнир. Вообще сеанс одновременной игры – такой шахматный феномен. Да? Практически ни в одном виде спорта нету такого, что один соперник играет против множества шахматистов. Даже есть вот какие-то рекордные сеансы, в которых там количество участников сотнями, да, измерялось. Вот. Ну, у нас тоже такой достаточно неплохой сеанс, мне кажется, получился. И мы вновь вернулись в нашу студию и говорим мы с нашими гостями о педагогическом хакатоне 2023. У нас в гостях старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и управления Института развития образования и также куратор конкурса и одна из участниц. Светлана, вопрос такой, да, чем отличается педагогический хакатон от других хакатонов, потому что в принципе последние годы их очень много проводится. Да, вы правы. Наш педагогический хакатон отличается от традиционных, так как на хакатонах решают кейсы, да, то есть есть определенные задания, которые команда должна решить. Но у нас немножко подход другой. Мы понимаем, что у наших команд разные условия, да, разные участники, которые, возможно, не смогут на таком уровне соревноваться друг с другом. Да, то есть у нас есть участники из IT-кубов, есть просто учителя, да, вот даже из доп. Образования у нас, ну, скажем так, учителя физкультуры, да, которые не относятся, ну, скажем так, опосредованно, да, можно сказать, с IT-сферой связаны. Но, тем не менее, вот здесь у нас отличие в том, что мы заложили, помимо этого, образовательный контент. В эти 3 дня у нас проходят экскурсии по различным организациям, которые у нас в Якутске, чтобы у учителей было представление, как живет сегодня город Якутск, как развивается. Наши педагоги посетили IT-куб города Якутска, Кванториум, IT-парк, Дом научной коллаборации имени Соломонова, Международную арктическую школу. То есть даже не для того, чтобы они, скажем так, работали с ними, взаимодействовали, сотрудничали, а чтобы у них была тоже своего рода насмотренность, как можно создавать среду для обучающихся, комфортную, для того, чтобы все-таки и обучающие, и среда тоже обучающая. Мы понимаем, что бытие определяет сознание, да, вот, поэтому, конечно же, и вчера у нас тоже очень был хороший день, когда выступали спикеры, параллельно с тем, что команды работали, были интересные выступления наших спикеров, это и резиденты IT-парка, это и приглашенные. Был Лука Ликонцев, в самом конце дня он из Москвы вещал, и мы узнали, что есть такая профессия, как нарративный дизайнер, да, и я думаю, что вот какие-то инсайты все-таки получили участники, да, не для того, чтобы, может быть, использовать это, но в дальнейшем, возможно, это заинтересует и их обучающихся. То есть не да? только себя показали, но и для себя новое для себя узнали.
Ксения, вот вопрос к вам. Хакатон — это все-таки конкурс, да, и нужно к нему относиться, наверное, с каким-то таким переживанием, волнением, ставить для себя цели. Вот немножечко поделитесь своими эмоциями. Ну, мы в первый раз участвуем, поэтому очень волнуемся. Думаем, что интересное что-то узнаем и поделимся своими наработками. И очень мне понравилось вот в хакатоне, что я хотела давно-давно учиться веб-дизайнера, но я не знаю, где обучали. Вот в IT-парке очень интересно, там обучают и детей, и взрослых, и студентов даже. Вот я узнала, там буду участвовать и учиться. Учиться. Ну, тогда желаем вам успехов, в том числе и в постижении новой профессии. Сырглан, ну, надеемся, хакатон 4-й нас обязательно будет ожидать уже в следующем году. Уже, возможно, да. И всероссийский. Заметь, да. Учителя тоже учатся. Представляешь, да. Вот обучаются, учатся, и, соответственно, благодаря именно таким специалистам наши дети будут образованнее и умнее, грамотнее. Да. Спасибо. Ну, а мы продолжаем наш эфир. На календаре сегодня 27 января, пятница. Сегодня отмечают такой интересный праздник, как День танца с собственной тенью, например. День шоколадного торта. А можно еще день со своей тенью после шоколадного торта смешать, никогда ничто не помешает. Ну, вообще, давайте узнаем, какими же событиями сегодняшний день примечателен. На календаре 27 января. Сегодня день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Международный день памяти жертв Холокоста. По народному календарю Нина – обряды скотины. Свое первоначальное название день получил в честь святой Нины. Так звали грузинскую царицу, которая в IV веке вела в своей стране христианство. Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашний скот. Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем, это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег, ждали потепления. А если на закате появлялся столб солнечного света, наоборот, готовились к морозам. Этот день в истории. С благословения царя Александра I в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Через 6 месяцев после отплытия, 27 января 1820 года, заветная Антарктида наконец показалась первооткрывателем. Плавание продолжалось 750 дней, были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный до того берег материка. 98 лет назад в этот день в Москве открыт мавзолей Ленина. За 1,5 месяца мавзолей посетило свыше 100 тысяч человек. Сегодня день снятия блокады Ленинграда. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада была окончательно снята. В этот день, в 1945 году, в ходе наступления советских войск был освобожден крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения Освенцим, немецкое название Аушвиц, находившийся на территории Польши. В результате были освобождены несколько тысяч заключенных. В 1967 году, 27 января, космос был объявлен достоянием всего человечества. В этот день был подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права. В этот день родились Вольфганг Моцарт, австрийский композитор и музыкант, Фридрих Шеллинг, немецкий философ, Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель, прозаик, сатирик, Льюис Керролл, английский математик, философ, писатель-сказочник, Римма Казакова, советская российская поэтесса, автор многих популярных песен, Михаил Барышников, советский американский артист балета, балетмейстер, актер, Марат Сафин, российский теннисист, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей и Степан. Впереди нас ждут прекрасные выходные, и мы предлагаем нашим телезрителям попробовать окунуться в мир музыки, если вы не являетесь по-настоящему таким ценителем, да, этого искусства. Да, ну вот, например, наша коллега Полина Долинская отправилась покорять просторы музыкального мира, осваивать игру на гитаре, например, и вообще вот давайте посмотрим тогда, что же из этого вышло, получилось ли у нее.
Изначально так повелось, что у кого есть гитара, и тем более, кто умеет на ней играть и знает много разных популярных песен, тот и становится душой компании, ну и, конечно же, ее королем. Но, к сожалению, таким навыком обладают не все, но мы всегда можем подпевать и восхищаться. Сегодня мы находимся в необычном месте, это дом музыканта, где мы в рамках нашей программы научимся и попробуем освоить пару музыкальных инструментов. Пойдемте вместе с нами. Здравствуйте, Дмитрий. Мы пришли к вам учиться играть на гитаре. Хорошо, присаживайтесь. В чем тут суть гитары? В том, что одну и ту же ноту можно взять на разных местах. Нам нужен тут безымянный палец. Так, безымянный. Это вот здесь, так, безымянный. Первый, что ли? Не, безымянный это у нас безымянный третий. То есть подряд вот. А, вот так? Ага, вот так. Вот. Вот, да. Какие длиннючие ногти. Ну, попробуйте. Так, вот, по-моему, так и... Оно? Еще есть второй способ, как тоже читать музыку, записывать. Аналог нотного стана, только на гитаре. То есть здесь тоже показано 6 струн. Тут просто указываю, какие лады, и все. То есть, что мы тут будем делать? Я буду выбирать струну какую-нибудь, выбираю первую, и рисую лад, на который нужно будет зажать. 5, и потом нарисую 0. Что такое нолик? Нолик – это открытая струна, которую мы не зажимаем. Получился. Да, стараемся прижимать как можно ближе вот к этой вот к железке. 4, 4. Так, пробую. Это раз, а это 2. 4, 0, 4, 0, 4, 5 и 5. Посвящается всем нашим любимым телезрителям, всем, кто смотрит нашу программу. Эту композицию я посвящаю специально вам. В общем, я надеюсь, друзья, вы поняли, что я очень сильно стараюсь для вас и для того, чтобы вам было приятно смотреть наши программы. А мне всегда приятно петь для вас, снимать для вас и играть на инструментах. Какая молодец, да, Полина? Вот ничего не боится, всему с самого нуля пытается обучиться, и у нее хорошо получается, ты заметил? Кстати говоря, ничего не боится, когда на гитаре учишься играть, вот первые занятия у тебя идут, ты нажимаешь струны, и после этого часок ты позанимался, у тебя так болят подушечки пальцев, потому что струны, как правило, если начинаешь играть на металлических, там, бронзовых струнах и так далее, это очень сильно сказывается. Но помимо отдыха и наслаждения аудиального, скажем так, да, есть всегда визуальная эстетика и так далее, где ее можно получить. Один из вариантов, конечно же, сходить в музей, и вот как раз-таки наша рубрика «Музейный гид» подскажет, что же можно в эти выходные узреть. История одного из самых успешных фарфоровых заводов России началась в далеком 1835 году, когда купчиха из Санкт-Петербурга Мария Васильевна Корнилова решила обосновать на правом берегу реки Невы собственный фарфоровый завод. Свое предприятие она решила разместить весьма удачно в плане близости к сырью и транспортному узлу месте, при этом сосредоточив капитал исключительно в кругу семьи. 5 сыновей Корниловой помогали управлять заводом, что в свою очередь существенно упростило финансовую деятельность. Чрезвычайным спросом фарфоровые изделия завода пользовались в кругу богатых и состоятельных людей, что было связано с высокой стоимостью готовой продукции. Именно поэтому сегодня элитный фарфор Корниловых пользуется куда большей ценностью у коллекционеров, нежели фарфор других заводов. В самом первом фарфоре Корниловых нашли свое отражение художественные приемы предыдущих поколений, которые были преобразованы современными мастерами. В это время многие фарфоровые заводы следовали общим тенденциям в искусстве, а также модным веяниям, которые диктовал императорский фарфоровый завод. Так появилось множество изделий с изображением популярных сюжетов, пейзажей, цветов. В декоративном оформлении часто использовали лепные детали, которые придавали готовым изделиям более колоритный вид.
Скульптурные работы на производстве Корниловых изготавливали в период с 1840-х по 1850-е годы. Скульптурная композиция из постоянной экспозиции Национального художественного музея «Венера, наказывающая Амура» предположительно была изготовлена в период с 1843 по 1860 год и является великолепнейшим образцом наследия исторического стиля барокко. Эта скульптура выполнена на мифологическую тему, сюжет которой был заимствован из сочинения Лукиана «Разговоры богов». В 11 главе Афродита в разговоре с богиней Луны Селеной упоминает, как однажды она наказала своего сына, бога любви Амура, за его многочисленные проделки и проказы. Аллегория чувств, мифологические сюжеты пользовались чрезвычайно популярностью у заказчиков. И все же подобные изделия выпускались малым тиражом, и до наших дней их сохранилось не очень много. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это произведение своими глазами. Напоминаем, дорогие друзья, что именно на базе Национального художественного музея в эти дни проходит кубок главы Якутии по шахматам. Да. И один из гостей этого кубка — международный гроссмейстер Михаил Кабалия и также Володар Мурзин. Они сыграли в шахматы на площади Ленина в Якутске в минус 50-градусный мороз. Старший тренер юношеской сборной России и самый молодой российский гроссмейстер участвуют в Кубке главы Якутии по шахматам. Шахматисты впервые в Якутии, и они не испугались экстремальных температур и решили испытать себя, сыграв на улице. Каждая партия длилась по 5 минут. Первую выиграл Володар Мурзин, а вторую Михаил Кабалия. Основная проблема была в часах, которые постоянно замерзали. Шахматисты немного замерзли, но довольны проведенным экспериментом, прокомментировали Федерации шахмат Якутии. А если холод под силу людям, то животным они точно не страшны. В соцсетях распространилось очень милое видео, где собака по кличке Лке помогает своему хозяину таскать лед и воду, причем делает это с большим удовольствием, а после получения заслуженный сытный обед. Именно заметно, что между хозяином и собакой искренняя и теплая связь. Вот такой вот верный друг и главный помощник по хозяйству. Вы только посмотрите, как старается. Подъем через вот такие получается, да. Паша, самое главное, результат-то есть. Сани-то он поднял наверх. Да. Но возникает вопрос к КПД, потому что в таких санях и всего 1 кубик льда. Ну, ты знаешь, если в течение дня это делать, мне кажется, можно очень большой объем воды-то и принести. Да, но сейчас вот, возможно, она обратно пойдет. А интересно, собака может сама этот лед вырезать? Пошла, смотри, там уже вторые сани готовы. Там вторые сани. Ну, видно, что собаке это очень нравится. То есть вот это помощь оказывать, вероятно. Самый настоящий друг человека. По движению хвостика заметно, что для нее это такой некий игровой момент. Видишь, она так игриво машет хвостиком. Да. Посмотри, она и воду несет. И мне даже миску за собой убрала. Да, мне кажется, многие же любители животных сейчас думают, а почему моя собака так не делает, да? Потому что с таким помощником можно и мусор выносить из квартиры, я думаю, да? Это хорошая идея, чтобы завести собаку и научить выносить ее мусор. Спасибо за подсказку. Но мы переходим вновь к нашей любимой теме. Уже перешли, это мир животных. А ты знаешь, Паша, про такую интересную профессию, как биолог? Ну, конечно, да. Ну, помимо того, что это учителя биологии. Я не знаю, чем он занимается, просто биолог, все. А вообще у нас я слышал об этом. В этом году год труда, и поэтому мы стараемся побольше рассказывать об интересных профессиях. И следующий наш материал будет о такой замечательной профессии, как биолог. Загрязнение почв и вод Мирового океана является одной из самых глобальных экологических проблем 21 века. На базе технопарка Якутия работают молодые ученые, которые ежедневно трудятся над новыми проектами по утилизации мусора, в частности пластика. Рядом со мной находится молодой специалист, биолог. Это Евгений Попов. Евгений, здравствуйте. День добрый. Евгений является основателем проекта Xenox, который, так знаете, стартовал убедительно несколько лет назад, если я не ошибаюсь, правильно? 2 года назад. И нашли несколько тайванских исследователей, которые утверждали то, что некоторые насекомые, в частности, вот эта личинка Зафобас морио, может метаболизировать полистирол.
Команда австралийских ученых в рамках трехнедельной серии испытаний разделила личинок жука Зофобиас морио на 3 группы. Первую группу кормили отрубями, вторую – полистиролом, а третью заставили голодать. Эксперимент показал, что черви легко могут питаться только пластиком, в частности полистиролом, одним из самых трудноперерабатываемых и по совместительству самых популярных видов пластика. Ученые установили, что суперчерви не только выжили, но даже немного прибавили в весе. Это открытие говорит о том, что черви могут получать энергию из полистирола с помощью своих кишечных микробов, живущих в их пищеварительной системе. Мы подхватили эту идею, решили ее проверить и действительно сделали некоторые такие вот конструкции под названием ксенобоксы, в которых содержится личинка. Сейчас они находятся у нас в состоянии диапаузы в виде яиц, но скоро у нас появится новая продукция. То есть эти личинки могут съедать мягкие виды пластика, вот, например, полистирол. Они его едят механически, затем бактериальная микрофлора вот этих вот насекомых расщепляет его на более простые. Таракан, они питаются целлюлозой и очень хорошо разрушают. В принципе, вот это вот было целое, они съедают достаточно неплохо. За сколько дней они съели? Ну, не знаю, тут считанные недели прошли. Он, главное, должен находиться немножко в подмоченном состоянии. Мраморный таракан – это популярная кормовая культура для многих хищных насекомых, для амфибий, для рептилий и источник белка. Они очень легко размножаются, неприхотливые, поэтому работать с ними достаточно приятно. Приятно работать с ними? Здесь культура относительно чистая, то есть, например, ничем они не заражены. То есть их можно давать на корм каким-то редким животным. То есть у нас есть, например, сообщество людей, которые разводят змей, рептилий, амфибий, пауков. Это идеальный корм для данных животных. В теории их можно масштабировать на что-то большое, птицефабрики, какие-то другие свинокомплексы, потому что это белок, это достаточно организм, который требует минимальные затраты, и биомасса у него достаточно высокая. На что, возможно, можно еще надеяться, что может принести пользу? Вот помимо наших личинок и тараканов, которые... Ну, проектов много, на самом деле. Вот некоторые люди, сейчас у нас в голове вертится проект, это большая муха, черная львинка. На сегодняшний день в мире существует более 500 стартапов, которые занимаются промышленной энтомологией. Нидерландская компания Protix – это крупнейшая в мире фирма по выращиванию насекомых. Здесь выращивают черных львинок. Эта муха известна своим быстрым ростом. Ее личинки содержат около 40% протеина и около 40% жира. Также они богаты кальцием и фосфором. Их разводят благодаря отходам сельского хозяйства при искусственном освещении. Личинки моют, а затем перетирают в пасту. В первую очередь они необходимы для стартовых кормов в аквакультуре, где требуется порядка 30% белка, ведь растениями мальков не накормишь. Также материал добавляют в корм для домашних питомцев. Кроме того, остаточный от производства личинок материал компания продает как экологическое удобрение. Насекомые в качестве пищи и ее ингредиентов вовсе недалекое будущее, как это может показаться. В России уже работает несколько предприятий, которые выращивают насекомых на корм животным и производят из них продукты для человека, такие как функциональное питание, протеиновые батончики и хлеб. Изучение биологии в Якутии, вообще быть биологом в Якутии интересно в 2 направлениях. Первое, как фундаментальное, потому что Якутия это самый крупный регион России, но у нас очень мало исследований по беспозвоночным, очень много. Никто не знает количество пауков, никто не знает, сколько у нас многоножек. Очень много белых пятен. И человек, который будет изучать, он откроет себя, потому что огромное поле деятельности, когда ничего не известно, терра инкогнита здесь. А в плане прикладной у нас 21 век, 23 год, когда нужно делать какие-то новые ресурсы, получать ресурсы из животного мира, из растительного животного мира. Это новые типы питания, новые виды лечения заболеваний, новые типы приспособления, утилизации. Все это в рамках биологии, биотехнологии, все это можно решить. Поэтому биолог – это специальность, которая и фундаментальная, и прикладная. И у нас есть в Якутии люди, которые занимаются рукокрылыми, это летучими мышами, да, и это интересное фундаментальное открытие, то, что они делают, но, к сожалению, не все понимают, зачем это нужно. А фундаментальные исследования – те исследования, которых, собственно, держится вся вообще общая наука. И без вот этих вот фундаментальных исследований, летучих мышей, клещей, чего-то еще, в принципе, невозможно новое познание мира. И мне нравится моя специальность.
Завтра, 28 января, в нашей столице пройдет очень интересный мастер-класс по стилю от практикующего фэшн и персонального стилиста из города Москва Милены Шадриной для детей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня Милена уже в нашей студии, прилетела совсем недавно, да? Ну вот такая красивая, очень стильная. Доброе утро, Милена. Доброе утро, Дарья. Ну, где, собственно, пройдет мастер-класс и что ребят ожидает? Да, мастер-класс пройдет в школе-интернате для слабослышащих. И по, так скажем, по программе самого мастер-класса я, во-первых, хочу рассказать, конечно же, о профессии стилиста, потому что профессия очень творческая, очень интересная. И я думаю, что многим ребятам это будет интересно, так как мне сказали, они интересуются модой. У них есть театр моды, где они сами мастерят костюмы, ездят с костюмами за границу, участвуют в конкурсах. То есть ребята сами очень творческие и имеют какой-то интерес к моде. Вот. И еще мы хотим сделать такую интерактивную практическую часть, когда ребята принесут, так скажем, аутфит на школьную вечеринку, и я как стилист уже буду давать какие-то рекомендации, советы. Ну а как часто вот подобного рода благотворительные мероприятия, акции вы посещаете, принимаете в них участие? Ну, я бы сказала, с какой-то определенной периодичностью. Я в 2016 году курировала детский дом в Московской области. Мы тоже с друзьями помогали всячески материально, приезжали тоже сами, с детьми общались. Вот. И в этот раз у меня 14 января был день рождения, и ко мне пришла идея, наверное, желание провести день рождения в формате отдавания. Я провела мастер-класс на тему стайлинга, сделала анонс в запрещенной социальной сети, и пришло 50 человек. И мы выручили с билетов 53 500 рублей, и все деньги были переданы на благотворительность. Милена, возникает сразу вопрос. Вы проживаете в городе Москва, да, вообще стилист, очень такая интересная профессия, но конкуренция огромна. Чем сегодня вы занимаетесь вот конкретно в столице нашей страны? Да, на самом деле стилистов сейчас правда много, конкуренция тоже такая активная. Как вы уже сказали, я практикующий фэшн-стилист. Это подразумевает, что я работаю на съемках. Я работаю на съемках клипов, съемках рекламы со звездами для каких-то фэшн-изданий, да, журнальных. И в том числе я работаю как персональный стилист, то есть работаю с частными клиентами по подбору индивидуального стиля. То есть это когда мы разбираем гардероб, когда мы идем на шопинг-сопровождение. Это такая, скажем, девчачья сторона этой профессии, но требует очень много усилий, труда, нужно быть прям трудоголиком, да. Потому что профессия ремесленника. Вот мы видим сейчас ваши некоторые работы, очень завораживающие, да, очень знаменитые личности, да, работают с вами, да. Это, наверное, для вас и огромный опыт, и огромная честь. И вот, возвращаясь все-таки к мастер-классу, который пройдет в нашем городе, да, конечно, мы не можем отпустить такого именитого стилиста, не дав рекомендации для всех зрителей нашего телеканала. Вообще, как раз начало года, возможно, кто-то хочет обновить свой лук, обновить свой гардероб, но не знает, что в этом году вот в тренде. Весной вот хотя бы на что ориентироваться? Но я всегда говорю, что самый главный тренд — это все-таки определить свой стиль и следовать ему, потому что тренды, они быстротечны, они приходят и уходят, а когда есть понимание, что идет именно вам под ваш характер, вид деятельности, вашу внешность, то это самое главное. А если говорить про тренды, да, все-таки они тоже имеют место быть. Сейчас тренд идет больше, например, если для девушек это женственные силуэты, то есть модные бренды сейчас как-то отходят от оверсайза, вот таких мешковатых вещей, да, и приходят очень
женственные силуэты, облегающие силуэты. Вот, поэтому тоже предлагаю обратить на это внимание. А мужчины, про женщин вы сказали, мужчины что? Мужчинам идет все, лишь бы было все опрятно, чистенько. И даже здесь мужчинам проще Всё получается. проще, да. Паша, хочу отметить, что ты сегодня тогда в тренде получается. Постирал одежду, и уже ты стильный. Выгладил, да, все. Выгладил и уже стильный. Хотя бы так, да? Давайте проанонсируем, да, вот еще раз, где пройдет ваш мастер-класс, и могут ли, допустим, заинтересованные люди все-таки тоже попасть туда и как-то по записи или как? Да, это, конечно, вопрос к организаторам, нужно у них это уточнить, но я надеюсь, что при записи разрешают в том числе других желающих посетить. Получается, мероприятие пройдет в школе-интернат для слабослышащих завтра в определенное время. Пока что мне еще не сказали. Ну, а вообще вы, собственно, пока в Якутске, мы можем с вами, допустим, встретиться лично. Да, я до 31 января еще в Якутске. Вот, поэтому... Как это может сделать? Вот человек сейчас посмотрел, Социальные сети. Социальные сети. Директ открыт. Да. Спасибо большое, Милена. Ну, я думаю, в завершении, мы всегда людей, связанных со стилем, с модой и так далее, такой вопрос, он очень банальный. Я принес гардероб, я не принес свой гардероб, но вообще, что вы можете про нас, Дарья, сказать в этих образах? Ну все, сейчас просто пройдут по нам, понимаешь? Нет, я буду добрым стилистом сегодня. Все, слава богу. У меня стиранное все и поглаженное. Я уже Поэтому ты и задал такой вопрос, понятно. Во-первых, хочу отметить, что плюс в том, что у вас очень яркие вещи. Это для телевидения очень хорошо, то есть человек включает, у него поднимается настроение, он видит яркие цвета. И еще я заметила, что у Дарьи цвет туфель в тандем свитшота Павла. Действительно. Да. Поэтому вы как синергичная И мы не сговаривались. Спасибо большое, Милена. Мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Спасибо вам большое. Творческого вдохновения вам, благодарных и успешных таких проектов. Ну и, конечно, мне кажется, видишь, как такие подобные творческие люди продвигают нашу республику. Представляешь? Да, прям гордость берет. Это всегда безусловно. Ну а прямо сейчас мы передаем слово коллегам из информационной службы, и они расскажут о последних новостях. Доброе утро, в эфире новости. По программе поддержки местных инициатив в 25 районах Якутии будет реализован 291 проект. Общая стоимость проектов составила более 800 миллионов рублей. Будут реализованы проекты по благоустройству, водо-, электро-, тепло- и газоснабжению, дорогам, физкультуре и спорту, детским площадкам, образованию, услугам связи, культуре, пожарной безопасности и прочим другим услугам. Проекты планируют выполнить в этом году по программе поддержки местных инициатив. Всего на конкурс поступило 483 заявки от 367 муниципальных образований республики. Победителей конкурса определила межведомственная конкурсная комиссия. Реализация выбранных проектов должна быть завершена в течение года. В Якутске первый этап строительства полигона ТКО завершат в этом году. Это будет первый объект размещения отходов, построенный на многолетней мерзлоте. Проект строительства полигона ТКО, рассчитанный на 132 тысячи тонн отходов в год, реализуется на 27-м километре Вилюйского тракта. Работы по первому этапу, начатые в июне прошлого года, будут завершены в третьем квартале 23-го. Этот этап включает строительство всей инфраструктуры полигона и первых 2 из 5 карт размещения отходов, участков, где складируется мусор. Предполагается, что в последующем на полигон будут поступать отходы из мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, строительство которой начнется в текущем году. 9 февраля Россия встретит столетие отечественной гражданской авиации. В честь этого события в Якутском авиационном техническом училище гражданской авиации имени Гришукова провели встречу с выдающимися людьми, которые внесли серьезный вклад в историю развития авиации Якутии. Ветераны поделились своими воспоминаниями и озвучили будущим авиаторам напутственные слова. Курсанты училища, выражая огромную благодарность гостям, показали концертные номера. Отметим, первый самолет поднялся в небо над Якутском 8 октября 1925 года.
Это мероприятие, прежде всего, подчеркивает преемственность поколений. Наше училище выпускает пилотов, выпускает авиационных техников по эксплуатации двигателей, по эксплуатации приборного электронного оборудования и перевозчиков. И вот эти ребята хотят увидеть своих коллег, которые стояли у истоков авиации. Это очень хорошее мероприятие, оно позволяет укрепить взаимодействие, понять глубину этой специальности и воспитать в себе то, что владело старшее поколение. Это уверенность в завтрашнем дне и любовь к данной профессии. В Верхневилюйском техникуме приняли гостей, студентов из Сунтарского, Вилюйского, Нюрбинского районов. В течение дня проводились открытые уроки и мастер-классы. Например, в мастерской правоохранительной деятельности показывали рабочие предметы дактилоскопии. В группе «Мастер ЖКХ» провел урок сварочной технологии. Был мастер-класс по ремонту и обслуживанию автомобилей. Самым зрелищным стало показательное выступление спасательной работы студентов защиты в чрезвычайных ситуациях. В торжественной части мероприятия студентам техникума вручили ключ учебно-производственного комплекса «Хотон-Булу». Также объявили старт на квалификационное испытание на право ношения пурпурный берет и знака «Доблесть и честь». Я знаю, что только такая база находится в Чероптинском районе и в Верхневильском, в котором мы сейчас в данное время находимся. Ну, ребята, преподаватели профессионалы, оказывается, поэтому я сам удивился, что ребята показывают такие слаженные работы по спасательной работе. По линии МЧС и пожарной безопасности всегда является потребным по республике, и по спасательной работе они в данное время являются самыми трудными и самым таким престижным специальностью. Поэтому ребята, выпускники, которые будут выпускаться, они будут, во-первых, работать по всей республике. Театр оперы и балета отправился на гастроли в районы Якутии. В Вилюйской группе районов артисты поработают с 26 по 29 января. Возглавил гастроли директор театра Владислав Левочкин. Первый пункт в гастрольном маршруте 26 января – город Нюрба. А место проведения – новая сцена Нюрбинского драматического передвижного театра. Следующие выступления пройдут в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском улусах. Будут исполнены отрывки из балетов, классические арии и вокальная музыка якутских композиторов. На этом у нас все. Хорошего дня. Спасибо нашим коллегам. Ну а завершим наш эфир традиционно музыкальной концовкой. Поэтому хорошего вам дня, отличного настроения и выходных отличных. Увидимся в понедельник. You are so kind. You are so dear. Where is my mind? 'Cause you are near, near like a heart, near like a God. I'll never stop this life above. Please stay with me. Please don't leave me, and be with me. Never tell me, please stay with me. Please don't